Снова здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Юкшара. Сегодня в программе 8 вопросов повестки дня. Репортаж заседания сессии парламента. Виден, значит жив. Акция МВД в школах Абхазии. Поет моя гитара. Презентация сборника лирических песен Игоря Свинария. 8 вопросов повестки дня рассмотрели сегодня депутаты Народного собрания на первом заседании осенней сессии парламента. Ратифицировали соглашение о медицинском страховании граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии. Приняли изменения в закон о налоге на прибыль организации. Но вот состав Конституционного суда вновь не сформировали. С заседания парламента репортаж Ирины Аршба. В закон Республики Абхазия о налоге на прибыль организаций внесены изменения. Законопроект принят в первом и втором окончательном чтениях. Ранее проект закона был рассмотрен Комитетом по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам и одобрен единогласно. Данная поправка направлена на привлечение дополнительных финансовых средств в нашу страну и будет иметь положительный экономический эффект. Поправка призвана решить вопрос применения налога на прибыль по доходам от кредитов, предоставленных абхазским предпринимателям иностранными банками. Это на самом деле очень преференциальный, я считаю, законопроект, потому что есть возможность получить кредитные ресурсы по процентной ставке, меньше процентной ставки рефинансирования. Все, что будет ниже процентной ставки рефинансирования, не будет облагаться налогом, а все, что свыше, по разнице, будет облагаться в размере 15%. У депутатов возникло немало вопросов по реализации соглашения с Российской Федерацией о медицинском страховании граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, а именно где, когда и как граждане России, проживающие в Абхазии, смогут получить и воспользоваться медицинским полисом. В частности, были высказаны сомнения по поводу сроков подачи документов. Депутаты предложили провести переговоры с российской стороной об их продлении, чтобы предотвратить большие очереди. Как сообщил министр здравоохранения Томас Цахнакия, полис медицинского страхования будет выдаваться в течение 3 месяцев после ратификации российской стороной. Во всех районах Абхазии при больницах будут открыты пункты выдачи. Все технические моменты будут прописаны уже в соглашении между Министерствами здравоохранения Абхазии и России. Вполне реальные сроки, учитывая, что еще должна Госдума ратифицировать, это тоже займет какое-то время. Я думаю, и Минздрав, и соответствующие органы могут и сейчас даже начать готовить какую-то базу данных, чтобы сэкономить время. Ничего критического в сроках нет. В итоге соглашение с Российской Федерацией о медицинском страховании граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, ратифицировано в первом и окончательном чтении. На сессии парламента на рассмотрение депутатов была предложена кандидатура 5-го члена Конституционного суда Абхазии Гиви Габния, которую представил заместитель главы администрации президента, полномочный представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба. Председатель Комитета по государственной правовой политике Валерий Агрба подчеркнул, что комитет полностью поддерживает кандидатуру Гиви Габния на должность судьи Конституционного суда. В итоге путем тайного голосования 20 депутатов проголосовали «за», 13 против, 1 воздержался. Таким образом, Гиви Габния не набрал необходимых 2/3 голосов от числа проголосовавших и не был избран судьей Конституционного суда. Путем тайного голосования народные избранники избрали Екатерину Онищенко судьей Верховного суда Абхазии, а Зурабу Агума судьей арбитражного суда. По решению депутатов парламента Абхазии Зурабу Агума также был присвоен высший квалификационный класс. Депутаты выразили несогласие с решением уполномоченного по правам человека Дмитрия Маршан о сложении своих обязанностей, но в итоге в результате тайного голосования 19 за и 12 против депутаты освободили от должности уполномоченного по правам человека. Заключительным пунктом повестки дня был вопрос создания рабочей группы по разработке законопроекта о государственной службе республики. Долгие годы ставится вопрос о приведении в соответствие органов исполнительного, работников органов исполнительной власти в соответствии с их стажем, квалификацией. Поэтому мы предлагаем такую вот рабочую группу создать, установить срок Народного собрания, до 1 февраля представить разработанный проект. Список для участников рабочей группы открыт, кто изъявит желание
поработать в ней, пожалуйста, мы можем утвердить. В итоге было принято решение представить парламенту законопроект о государственной службе к 1 марта 2018 года. Ирина Аршба, Беслан Джинджал, Абхазское телевидение. В Сухуми почтили память Уалида Маршан, легендарного сирийского генерала абхазского происхождения, скончавшегося после тяжелой болезни. Сегодня весь день в Госкомитет по репатриации приходили люди, чтобы отдать дань памяти нашего знаменитого соотечественника, никогда не забывавшего про свои исторические корни. Уалид Маршан был одним из видных военачальников Сирийской Арабской Республики. Он внес большой вклад в дело защиты национальных интересов Сирии. Несмотря на плохое самочувствие, он принимал активное участие и в последних событиях в государстве. Прожив всю свою жизнь в Сирии, он называл себя истинным абхазом и часто приезжал на историческую родину. Его всегда волновала судьба Абхазии. Близкие друзья Уалида Маршан, которые пришли сегодня в фонд по репатриации, отмечали, что генерал в трудную для Сирии минуту встал на защиту страны, где он родился и вырос, проявил мужество и героизм, которыми издревле славились абхазские войны. Он для всего Кавказа был легендарным человеком, легендарная личность Кавказа, Абхазии, Северного Кавказа. Те, которые живут в Сирийской Арабской Республике, кто его не знает, Уалида, такого человека там нет. Уалид был один из соратников Хафиза Асада. Где самые сложные места, его отправляли туда. Он беспрекословно выполнял свой долг, как мужчина везде. Он себя проявлял, как нужно было. Смерть Уалида Маршана – это большая утрата не только для Сирийской Республики, но и для Абхазии. Уалид Маршан и его братья постоянно поддерживали связь с Абхазией, со своей исторической родиной. Он не оставлял ни одного из потомков махаджиров без внимания, часто принимал у себя гостей из Абхазии. Государственный ансамбль песни и танцы Абхазии поехал на гастроли в 1979 году. Когда мы спустились с трапа, увидели большой плакат по-абхазски «Бжелов Абид Хашфа». Мы были удивлены. И Уалид там был, возглавлял всю эту диаспору, и у нас встретился, мы познакомились, вот там первый шаг, мы удивились. Такой красивый, симпатичный парень, с такой душой, он весь в слезах. Всех нас обнял, всех нас обцеловал. «Апсу, апсу!» кричал. И он каждый вечер приходил на концерт. Как о необыкновенно добром и отзывчивом человеке говорил о Уалиде Маршан историк Руслан Гожба. Он слышал о нем задолго до того, как ему посчастливилось с ним познакомиться. Руслан Гожба вспоминает день, когда Уалид Маршан впервые приехал в Абхазию. Мы их встречали в 1982 году. Как сегодня помню, в аэропорту Сухумском. Вышли, он в таком летнем светлом костюме был. Ну, обняли, все. И едем в Сухум. И он спрашивает: «Цабала Бау?» Они выходцы из Цабала. Мы доехали до Мачарского поворота, чуть заехали, показываем. Он так вот вышел, никогда не забуду. Это очень трогательная сцена. Так отжался руками и поцеловал землю. Считай, говорит: теперь поехали в Сухум. Этот человек для налаживания наших связей не только с Сирией, из Турции сделал очень много, притом без рекламы. По всей Сирии он был прославлен со своим бесстрашием и мужеством. Ну и вся его Сирия. Уалид Абаза, когда скажет: «О!» Вот так все говорили, удивлялись. И кто бы ни приезжал, вот я знаю, кто бы ни приезжал из наших в Сирию по разным делам, он всегда шел навстречу и делал все, что возможно. И то дело, по которому они приезжали, там кому-то нужно было лечиться, кому-то что надо еще было, он всегда становился рядом, оставил себе очень большую такую, очень теплую память. В связи с кончиной Уалида Маршан в Сухуми прошел траурный митинг почтить память выдающегося сына абхазского народа, генерала-майора армии Сирийской Арабской Республики пришли президент Абхазии Рауль Хаджимпа, вице-президент Виталий Габния, спикер парламента Валерий Кварчия, представители правительства, репатрианты, общественность. В этот день Уалиду Маршан было посвящено множество теплых слов. Его друзья и знакомые говорили о нем как о человеке, который многое сделал для Абхазии.
Здесь также была открыта книга памяти Уалида Маршан. 2 дня каждый желающий мог оставить запись. Книга практически заполнена соболезнованиями. Люди приходили в репатриацию сегодня и отдавали дань памяти выдающемуся человеку. Сария Смыр, Алексей Ухава, Абхазское телевидение. Накануне в Сочи ярким праздничным шоу стартовал Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В течение недели более 20 тысяч молодых людей из 180 стран мира будут общаться и спорить, обсуждать самые насущные проблемы. Впервые в фестивале принимает участие делегация из Абхазии. Президент республики Рауль Хаджимба посетил открытие 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Перед началом церемонии открытия фестиваля Рауль Хаджимба встретился с участниками фестиваля из республики Абхазия. По завершении официальной церемонии открытия президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с президентом России Владимиром Путиным. Лозунг Всемирного фестиваля молодежи и студентов не менялся с 1957 года, когда его принимал Советский Союз «За мир, солидарность, справедливость». Участниками нынешнего 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 стали более 20 тысяч молодых людей из 180 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет. На одной площадке собрались молодые лидеры из разных сфер, представители молодежных общественных организаций, молодые журналисты, творческая и спортивная молодежь, молодые инженеры и IT-специалисты, лидеры молодежных организаций, политических партий, молодые предприниматели, лидеры студенческого самоуправления, молодые ученые, преподаватели вузов, а также иностранцы, изучающие русский язык и интересующиеся российской культурой. Абхазия не осталась в стороне от такого масштабного праздника. Более 50 человек представляют Абхазию на Всемирном фестивале молодежи и студентов на различных площадках. Это и дипломатия, и экономика, и культура, и спорт. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба приехал в Сочи, чтобы вместе с абхазской делегацией принять участие в церемонии открытия 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На открытии фестиваля выступили российские певцы Дима Билан, Сергей Лазарев, Нюша, Александр Панайотов, Полина Гагарина и другие. Выступали артисты в парах с международными спикерами, специалистами в разных областях, альтруистами, меняющими и призывающими менять мир к лучшему. Каждый номер – незабываемое шоу, затрагивающее проблемы современного мира, экологию, рак, бедность, проблемы людей с ограниченными возможностями. Вторая часть фестиваля была не менее интересна. У зрителей была возможность насладиться концертом американской поп-рок-группы One Republic. Всего же в Сочи собрались более порядка 1000 участников, волонтеров, организаторов и спикеров фестиваля. В течение недели гостей фестиваля ждет насыщенная программа, дискуссионная, активная, спортивная, мощная научно-образовательная программа. 21 октября в Ледовом дворце Большой в Сочи состоится церемония закрытия фестиваля. Одним из ключевых элементов церемонии станет послание «Давайте изменим мир», которое составят участники. На церемонии закрытия выступят артисты с мировым именем. МВД Абхазии проводит в школах республики акцию «Виден, значит жив». Специалисты разъясняют детям правила дорожного движения и раздают им светоотражатели. Подробности в материале, предоставленном пресс-службой МВД. Тема дорожно-транспортных происшествий на дорогах республики сегодня очень актуальна. Правоохранительными органами огромное внимание уделяется профилактике дорожно-транспортных происшествий среди школьников. С целью безопасности дорожного движения в нашей стране проходят акции разных общественных организаций, так как безопасность на дорогах – один из основных вопросов в стране. Уже сегодня сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних Управления общественной безопасности совместно с сотрудниками УГАИ и инспекторами по делам несовершеннолетних УВД по городу Сухум при поддержке председательства ЕС по Южному Кавказу стартовала акция «Виден, значит жив». В ходе акции сотрудники МВД подробно рассказывают школьникам о пользе использования светоотражающих элементов на одежде в вечернее и ночное время суток. Также во время бесед со школьниками будет обращено внимание на ошибки, которые допускают родители при управлении транспортным средством, что приводит к ДТП, и на необходимость использования ремней безопасности для пассажиров и водителей, а также удерживающих устройств при перевозке малолетних детей. Учащимся с 1 по 4 классы разъяснялось, где можно кататься на велосипедах, самокатах и роликах, как правильно вести себя на улице, где можно переходить дорогу, что такое светоотражатель. А вы соблюдаете правила дорожного движения? Вот когда я перехожу дорогу, я сначала обязательно смотрю налево, а потом направо. По светофору, когда зелено-красный человечек, значит нельзя дорогу переходить. Когда зеленый человечек, значит можно переходить дорогу.
Школьникам раздали светящиеся браслеты. Цель данной акции – предупредить ДТП с участием маленьких пешеходов. Фликеры помогают водителю заметить ребенка за 400 метров, что особенно важно в плохую погоду и в сумерках. Светоотражатели будут распространяться среди детей начальных классов, чтобы каждый ребенок был защищен и чувствовал себя уверенно на дороге. Светоотражатели прежде всего это безопасность детей на дорогах. Вакцина от опасного заболевания крупного рогатого скота в стране появится уже в начале ноября. Об этом нашему каналу сообщил глава ветеринарной службы Абхазии Роман Джопо. Редкое заболевание под названием нодулярный дерматит лечится. Вирус не опасен для человека, да и само животное при помощи необходимых препаратов может полностью излечиться. Чем лечить животных и когда, расскажет Низ Фаршба. Нодулярный дерматит – опасное инфекционное заболевание, распространенное среди крупного рогатого скота. В нашей стране первый случай был зафиксирован в Галском районе еще летом. Ветеринары занялись проблемой, работали по инструкции, но вспышки избежать не удалось. Уже через некоторое время о заболевании скота новым для Абхазии вирусом заговорили и в других районах. Переносчиком инфекции, по словам специалистов, могли стать насекомые и птицы, а распространяться нодулярный дерматит мог воздушно-капельным путем и через слюну, которую парнокопытные оставляют на траве во время кормежки. Ветслужбы оповестили всех животноводов о появившемся заболевании и раздали всю имевшуюся в наличии вакцину. Ее не хватило. Вакцина нужна для того, чтобы предупредить. Есть такое понятие, как профилактика заболевания. Нам завозили в общей сложности 20 тысяч доз этой вакцины. У нас много скота. Значит, в республике это закончилось, и мы ждем очередную партию. Будет большое количество для того, чтобы хватило всем животноводам. Как говорят специалисты, колоть вакцину можно не всем животным. Если у вас есть подозрение о заболевании крупного рогатого скота, то лучше всего за консультацией обратиться к ветеринарам. Они не только поставят диагноз, но и дадут лекарства для лечения животного. Нодулярный дерматит лечится, и после приема препаратов животное восстанавливается полностью. Благо, во всех районных ветслужбах республики есть лекарства, которые необходимо давать животным. Если есть подозрение, надо привлечь ветеринарных специалистов, изолировать больное животное, подозрительное в заболевании животное, надо изолировать и обратиться в ветеринарную службу. На местах наши специалисты имеют большой опыт, они знают уже, очень легко распознают заболевание и поставят диагноз, и им объяснят и помогут во всем, значит, что касается лечения животного. Здесь проблем нету, основная масса, 90%, 95% заболевших выздоравливает. Не нужно лишних волнений делать, я об этом хочу попросить. Что касается вакцины, то сейчас препарата для профилактических лечебных прививок против заразных болезней рогатого скота в Абхазии нет. Его завоз ожидается в конце октября, начале ноября. Вакцину ждем, я, как уже сказал, в большом количестве. Есть обещание, что в конце этого месяца, может быть, в начале следующего. Но это от нас не все там зависит. Сюда подключены многие организации, в том числе международные. Этот вопрос рассматривается в Европе. Нелегко это все, потому что вакцина, мы уже объявляли неоднократно, что она выпускается только в Турции. Для человека нодулярный дерматит не опасен, но есть мясо зараженных животных нельзя. В случаях обнаружения болезни нужно немедленно информировать ветслужбу и вызывать ветеринара с лекарством. Низ Фаршба, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Презентация сборника лирических песен «Поет моя гитара» Орарира Игоря Цвинария состоялась на малой сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. Сборник издан при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия республики. Репортаж Алики Трапш. Немногие знают, что ученый-кавказовед, кандидат исторических наук, заведующий отделом археологии Абиги Игорь Цвинария является еще и автором многочисленных лирических песен на абхазском языке. «Поет моя гитара» Орарира – это первый сборник Игоря Ивановича. В него вошли 22 композиции. Игорь Цвинария – автор песен и многих стихов сборника.
Игорь Цвинария давно мечтал издать собственный сборник музыкальных произведений. Композитор на протяжении 10 лет занимался сбором стихов. В основном в нотное издание вошли произведения, написанные автором в студенческие годы. Также в сборник вошли стихи Юрия Аджинджа, Алексея Ласуря, Валерия Даутия, Джумы Ахуба. По словам самого Игоря Цвинария, именно в лирических песнях наиболее полно выражаются душевные переживания, настроения и чувства людей. Сборник я разрабатывал историю, чтобы осталась эта книжечка, чтобы она пригодилась нашей молодежи, большей части, это лирика. А лирика, вы знаете, одушевляет, и любовь дает, и все, что вы хотите, в конце концов. А вот с этой целью мною был создан этот сборник. На презентацию сборника лирических песен «Поет моя гитара» Орарира пришли друзья Игоря Цвинария, его коллеги и родные. Игорь Цвинария – ветеран войны. Он с первых дней войны встал на защиту Родины и воевал до победного конца. Он также является активным участником национально-освободительного движения абхазского народа. Игорь Иванович уделяет большое внимание вопросу сохранения абхазской культуры. Я очень рад, что вышла эта книжка с нотами именно для молодых, потому что она лирические стихи по основном там. Поэтому я думаю, что будет популярна эта книжка. Одни из лучших лирических песен Игоря Цвинария «Бабаху», «Абахчич», «Бышкас Буквит», «Абхыц» и другие известны и за пределами нашей страны. Его песни о любви к жизни, семье и друзьям. Многие песни поют, многие популярные, любимые, но не все знают, что автором является сам Игорь Иванович. На самом деле это не только авторский проект, на наш взгляд, это вклад в сохранение музыкального наследия. Нотное издание «Поет моя гитара» Орарира Игоря Цвинария теперь станет учебным пособием для учащихся музыкальных училищ, предназначен для любителей абхазской лирической музыки. Алика Трапш, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. Усиление ветра зафиксировано сегодня на территории Абхазии, особенно в западной части страны. Во второй половине дня антициклон из Европы распространился на побережье Черного моря, что способствовало возникновению штормов 5 баллов. Ветер достигал 20 метров в секунду. Такая погода, как говорят синоптики, сохранится недолго. Просто очень сильный ветер, который, конечно же, может нести за собой разрушения. Но данные о разрушениях пока мы не имеем. То, что касаемо, чем это было вызвано, то есть это вызвано приближением очередного холодного фронта к территории Абхазии, циклона, очаг которого находится в центральной России, который будет перемещаться к северо-востоку уже сегодня. Такая погода сохранится вплоть до вечера и до ночи вторника. Но ночью во вторник скорость ветра будет достигать не 20 метров в секунду, как мы уже с вами заметили, а около 13-15. И подробнее о погоде на завтра. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью возможен дождь. Днем погода прояснится. Температура воздуха ночью 9-11, днем 16-18 градусов. Температура морской воды 20 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.